Сегодня мы отмечаем память святых отцов 7 Вселенских соборов. Эти 7 Вселенских соборов – это становление Церкви, ее догматов, определение основ христианского вероучения. Поэтому очень важно, что в самых сокровенных, догматических, законодательных вопросах Церковь никогда не брала выше авторитета мнения одного человека. Было определено и по сей день так и остается, что авторитетом в Церкви считается соборный разум Церкви. Первые 2 Вселенских собора были в IV веке. И так совпало, что в этом году мы отмечаем очень значимую дату – 1700-летие Первого Вселенского собора. Последующие Вселенские соборы – 2 в V, 1 в VI, 1 в VIII. Седьмым Вселенским собором в 787 году заканчивается эпоха Вселенских соборов. В IV веке, когда был период мученичества, противостояния язычников и христиан, здесь было очевидно и понятно, кто на какой стороне, кто за что борется. Но не дремлет враг, борьба продолжается и принимает более изощренные обороты. Это не борьба язычества с христианством, а борьба с теми, кто называл себя христианами. Враги возникают среди церковных людей. Бывает, что это пресвитеры или даже епископы. Ереси маскируются под авторитетом церковных учителей. За ними идут сотни и тысячи обманутых христиан. Такой новый способ борьбы с человеком изобретает дьявол. Церковь пробуется на прочность изнутри ересями и расколами, еретическим учением. Святые отцы начинают формировать богословскую мысль. Но пока она не сформирована, еретики пытаются подменить понятия откровения о Боге, о лицах Святой Троицы, Спасителе, Духе Святом. Становится крайне важным собраться и выработать те святые правила, которые останутся и будут крепче камня, тверже железа, останутся до скончания всего существования мира. Вселенские соборы обычно собирались в самые сложные исторические периоды жизни Церкви, когда волнения в христианском мире ставили православный народ перед выбором. Могучая эпоха Вселенских соборов от IV до VIII столетия выработала те догматы и те законы, которые непререкаемо действуют в нашей Церкви по сегодняшний день. Раздирается тело Церкви принципиальными расхождениями, самым высшим кумиром, мерой всего сущего становится человек. Молодые люди хотят быть успешными, богатыми и идут по этому сомнительному пути достижения любыми путями успеха в этом мире, не зная о том, что слова Священного Писания «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам», остаются пророческими на все времена. Чтобы понять, куда идти в этом множестве дорог, как столпы, как опора стоит память святых отцов и то, что они оставили после себя. Все их догматические решения хранит православная Церковь. Мы и названы православными, значит, стоящими на правом пути. Святые отцы не дают нам заблудиться в этом бушующем море современных научных и ненаучных мнений. Они оставили нам неизгладимое наследие в виде догматов Церкви, которые и держат нас непоколебимо на пути православия. Христианское богословие развивалось, образуя стройную вероучительную систему, заключавшую в себе вечные истины, объясненные понятным для современного человека языком, подкрепленные рассуждениями разума. Величайшее достоинство святоотеческого богословия в том, что оно развивалось, не отрываясь от апостольского предания, основывалось на божественном откровении и соответствовало запросам жизни. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас.